очень приятно, что такое внимание со стороны руководства, со стороны всех власти структуры, которые помогали организовать этот турнир. Победа. Готовится Захаров, потом Афанасьев. Приготовится килограмм. На ковер приглашается Куклин Константин. Соберем первый. Ты приготовился, что знаешь, Пацаны, борьба за третье место. в этой схватке победу гонят 10 килограмм. Классный президент. По поводу увиденного, столько эмоций у меня. Попробовал и с лука пострелять, потом на национальные виды спорта сходил, посмотрел, очень понравилось. Проездил по спортобъектам, все мне понравилось, что живые, все дворцы спорта, которые построены, люди ходят, люди занимаются, видно, что спортивный спорт, как говорится, в Якутии хорошо развивается. Ну вот один такой есть, как говорится, капля дегтя, что дзюдо слишком хромает, не так развито. Но я думаю, что и с развитием и правительства Якутии, и Федерация дзюдо Якутии, и в принципе все настроены на позитив, на том, что надо развивать этот вид спорта, потому что те традиции, которые существуют в Якутии по вольной борьбе, и я посмотрел вчера и сегодня посмотрел национальную борьбу Хапсагай, и в принципе вывод такой, что грех не развивать дзюдо. Прошел турнир республиканский, посвященный Дню России. На этом турнире участвовало 250 участников со всей нашей республики. Но в связи с тем, что за короткие сроки был подготовлен этот турнир, многие ребята, многие команды не смогли приехать. Турнир прошел слаженно, организованно, без травм. К нам приезжал двукратный олимпийский призер Тамерлан Тменов, вице-президент Федерации дзюдо России. Именно в рамках популяризации дзюдо, именно здорового образа жизни, так как Тамерлан является в партии «Единая Россия» и является именно по молодежной политике. Поэтому именно в этих рамках он провел беседу, провел мастер-класс, которым очень понравилось детишкам. Во-первых, это первая такая его поездка, первая такая поездка в республику.
и организатором являлись именно Республиканский центр внутренней политики Республики Саха-Якутия. Именно благодаря им был проведен этот турнир и Федерации дзюдо Республики. Поэтому мы очень признательны и выражаем наше благодарствие за то, что так хорошо, слаженно, организованно мы провели такой турнир. И хотелось бы, чтобы этот турнир стал ежегодным. По республике и по России у нас хорошие результаты на сегодняшний день показывают девочки, которые у нас три девочки, которые у нас попали в сборную России. И есть шансы попасть на олимпийскую сборную. В Якутии дзюдо очень популярно, желающих заниматься дзюдо очень много, но, к сожалению, нету места, чтобы всех принять. Поэтому это на сегодняшний день тема затронута. Глава республики наш знает об этом. И я думаю, что мы все вместе добьемся, как говорится, что будет в Якутии центральный зал дзюдо и самбо. Нам нужна здоровая молодежь. Здоровая молодежь – это крепкая страна. Крепкая страна – это процветание нашей многонациональной страны, нашей большой России. И, как говорится, Бог нам в помощь.